Мне нравится метафора, что мозг – это оркестр или, может быть, даже джазовый оркестр. Это у всех людей или у кого-то это просто одна балалайка? В принципе, у всех. Другой вопрос, что есть звезды, а есть никто. Вот, но принцип этот, Может быть, потому что он у всех одного веса? А это не важно, что он одинакового веса, он разной сложности. Хороший мозг от плохого отличается не весом, не килограммами или граммами или кубическими сантиметрами, а он отличается организацией нейронной сети. Потому что какой бы вам инструмент, там, Стейнвей, не достался от бабушки, на нем нужно научиться играть. Что значит научиться играть? Построить нейронную сеть. Вот нейронная сеть, которая у нас с вами, вот у взрослых людей, это сочетание того, с чем родился, плюс то, что на этой нейронной сети написано. А это жизненный опыт. Это что? Это те книги, которые вы читали, та музыка, которую вы слушали, те люди, с которыми вы общались. Вот это что такое. А если это мне не интересно, оно туда попадает? Во-первых, в мозг попадает все, мимо чего мы проходим, что съедаем, что нюхаем, что слышим. Мозг не решето, из него ничего не высыпается. Поэтому я бы, честно говоря, всем советовала и советую поберечься от плохой литературы, плохой музыки и всего. Потому что оно ложится туда. Это шлак, он не нужен. Он заполняет пространство.